более, скажем, мелким нашим субъектам. Это вот стартапы, допустим. Я в своей карьере столкнулся очень со многими проблемами именно стартапа. Ко мне со мной встречались молодые люди, очень талантливые, с хорошими идеями, но реализовать эти идеи фактически, практически невозможно, потому что ни один банк, ни один финансовый институт им кредит не даст. А, типа, где залог? Да, Где еще что? где залог, Да-да-да. где Мгм. его история кредитная. Вот очень много. Я вот это столкнулся, я понял, что нет, э, как бы будущего в этом отношении для них вот нет. Или какой-то только добрый дядя, если только денежки не займет, Мгм. вот, или же займет, ну, войдет в долю, потом потихонечку, ну, и всякое, Отожмет. да, всякое бывает. Вот поэтому в этом плане Министерство финансов сегодня имеет структуру, это фонд поддержки предпринимательства. Одним из акцентов я как раз-таки поставил задачу именно поддержать именно стартапы. Мгм. И сегодня в поездке по регионам, моей поездке по региону, я непосредственно вот именно сейчас акцент ставлю именно на тот наш очень, так скажем, значимый сегодняшний регион, это Баткен. Мгм. Э, Баткенская область — это очень, так скажем, богатый регион по своему потенциалу, по природному, по всем аспектам, если посмотреть, по сельхозхозяйству. Единственное, не хватает определенных вливаний, финансовых вливаний, водных вливаний, ну, вот так, такой план. В этом отношении как раз-таки я встречался с некоторыми нашими бизнесменами именно того региона. Вот. И опять-таки столкнулся с такой же проблемой. Хотят люди работать, хотят организовать, но нет возможности. А вот Обращаются в я вас банк. перебью. Обычно это как? У меня есть урюк, я хочу его перерабатывать. Или были какие-то совершенно удивительные истории, которые вам показалось, что да, действительно, это круто? Ну, в основном, конечно, вот как вы говорите, да, есть, так скажем, огородное хозяйство, достаточно приличное, не маленькое, вот по выращиванию урюка, или же семечек, Мгм. фисташек. Вот. Значит, там же также есть специалисты, которые имеют, скажем, творческие такие начинания именно в части швейной Мгм. деятельности, Мгм. то есть рукоделием. То есть все вот эти моменты, все это присутствует. Люди Мгм. готовы работать. В свое время там создали СЭС, свободную экономическую зону. Ну, почему-то это как-то пробуксовывается, Застопорилось. Я, кстати, был застопорилось. там, когда строились. Огромная Да, территория такая, да, была. И... да, огромная Мгм. территория. Вот в этом направлении как раз-таки мы сейчас и финансовые потоки направляем именно в Баткен, а вот его реализация как раз-таки хромает. Я посмотрел, поизучал, поспрашивал, поразговаривал. Да, там очень много моментов, требующих комплексного подхода. То есть Мгм. мы должны, во-первых, нашего бизнесмена молодого обучить этому. Желание есть, а грамотности нету. А как это будет реализовано? Я не Это знаю, в будет, школу опять? Или как? да, это возможно, да, образ сказать, это Мгм. школы будут. Это мы как раз таки об этом и с Министерством экономики тоже разговаривали. Центры по обслуживанию предпринимательства, да, вот М. это как там-то юридическое сопровождение, финансовое сопровождение, чтобы там все это было. Эти центры должны вообще разрабатывать готовые проекты. Если сегодня наш гражданин хочет заниматься бизнесом, но у него не хватает каких-то, вот, скажем, начинаний именно знаний, Мгм. он может обратиться в этот центр. А, там разжуют и иногда Там потом... разжут и даже могут дать ему готовый проект. А, Он изучит или выберет этот проект, э, сопоставит своими возможностями и может идти. Или же он изъявит желание, дает тему, ему, мгм. соответственно, помогают. Я, знаете, Алмаз Курбекович, там вот в Баткене тоже был и заинтересовался тоже вот разными проектами. И мне показали отдел, он, по-моему, развитие что-то с инвестициями связано, с развитием региона, и у них огромные шкафы, а в этих шкафах уже какие-то готовые проекты лежат. А я говорю, а почему не реализуете? Он говорит, денег нету. Я говорю, и что теперь? То есть, вполне вероятно, вот этот вот, скажем так, банк, да, вот этих идей можно перекочевать или перекочует как раз вот в этот, то, что вы говорите, да? Я хотел спросить, когда это было? Это было, сейчас скажу, 4 года назад. Вот. 4 года назад действительно денег не было. Сейчас деньги есть. Ну, я Да. да. Мгм. Сейчас деньги есть, и достаточно хорошие деньги есть. Вот поэтому в этом плане мы сейчас не ставим проблему в нехватке денег.